2025 год для Абхазии по праву можно назвать историческим. Множество позитивных событий, открытие регулярного авиа и ЖД сообщения, упрощенная процедура получения российских пенсий и водительских прав для жителей Абхазии с двойным гражданством и многое другое. Последние несколько месяцев в республике ознаменованы яркими политическими событиями, а 1 мая 2025 года стала важной датой в новейшей истории страны. Впервые за 30 с лишним лет заработала Сухумская воздушная гавань. Теперь авиасообщение с Российской Федерацией налажено на регулярной основе. Сухумский воздушный причал наконец будет встречать и провожать самолеты. Это по праву можно назвать одним из самых больших достижений в послевоенное время. Встречали первый регулярный рейс торжественно от первых лиц государства до простых граждан страны. Браво! Аэропорт города Сухум имени Владислава Ардзинба принял первый регулярный рейс. Я в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто сопричастен к этому событию. Встречали 1 мая не только первый регулярный авиарейс, но и первый регулярный электропоезд Диаскурия, который будет курсировать в республику ежедневно, при этом 2 раза в день. Время в пути составит примерно 3,5 часа. Маршрут проходит от станции Меретинский курорт, расположенной на территории федерального пространства Сириус, до Сухума. Поезд будет останавливаться на станциях Абаатага, Грыбш, Гагра, Бзыпта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Таможенный контроль предусмотрен на 2 станциях Веселая и Цендрипш. Регулярное авиа и ЖД сообщение – это комфортабельный способ добраться до страны души не только для гостей нашей республики, но и для местных жителей и студентов. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию. Он отметил, что в ходе встречи с президентом Бадрайгунба обсуждался вопрос увеличения туристического потока в восточную часть республики. Даже с учетом тоже поручения президента и масштабной реконструкции перехода в Адлере, все равно до Гагры, до Пицунды, до Гудаута добраться еще просто. А вот уже в Восточную Абхазию люди не доберутся. С учетом электрички и аэропорта это дает возможность кардинально другого туристического потока в Восточную Абхазию. А это и рабочие места, это и заработок, это налоги на развитие. Помимо регулярного авиа и ЖД сообщения в республике появится первый ангиограф, современное медицинское оборудование для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также ангиограф позволит проводить операции пациентам в Абхазии, не выезжая из страны. На территории республиканской больницы строится не только целый корпус для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и детская республиканская больница. Проблем никаких технических у нас нет. Проект у нас согласован. Все ведется в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. На сегодняшний день получен аванс в размере 191 миллиона рублей. В принципе, работы ведутся качественно и в срок. С февраля 2025 года в Абхазии проходит масштабная диспансеризация школьников. Ее проводят российские врачи в рамках договоренностей, достигнутых между Москвой и Сухумом. Еще одним важнейшим событием для граждан республики в 2025 стало соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Перечень документов, которые необходимы для приобретения гражданства Российской Федерации, будут установлены в соответствии с указом президента Российской Федерации. Мы в ближайшее время ожидаем выхода этого указа за подписью президента России. В 2025-м в Абхазии началась процедура выдачи водительских удостоверений российского образца. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президентов Бадрайгунба и Владимира Путина. Тревожит граждан нашей страны. С 1 апреля вступает в силу новое законодательство, в соответствии с которым наши граждане, пересекающие границу автотранспортным средством, к сожалению, они не смогут попадать на территорию Республики Абхазия. Если есть такая возможность в отношении Абхазии продлить сроки вступления данного законодательства на 2 года, мы бы довели до граждан нашей страны необходимость получения российского удостоверения на пользование автотранспортным средством и решили бы проблему. Побыстрее можно будет сделать. Я понимаю, что там может быть ограничена так называемая пропускная способность для желающих получить эти документы. Но я попрошу Министерство внутренних дел, они проработают вместе с вами.
В этом же году ПСБ Банк организовал выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, постоянно проживающим в Республике Абхазия, для зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России. Пенсионерам не нужно выезжать в Россию для оформления необходимых документов, достаточно прийти в ближайшее отделение ПСБ в республике. Абхазские и российские эксперты, политологи и депутаты назвали то, что происходит в последние месяцы между Россией и Абхазией, не только колоссальным драйвером для развития экономики и туристической отрасли, но и эпохальным событием в отношениях двух стран. Все, что делается во взаимодействии с нашими российскими коллегами, направлено на улучшение взаимодействия, в том числе и в таких стратегических направлениях, как инфраструктурное развитие, социальное обеспечение граждан нашей страны. Это целый комплекс, ряд вопросов, которые придают особый импульс нашим взаимоотношениям. В общем, в республике в сфере социально-экономического развития проделана большая работа, результаты которой уже совсем скоро существенно повлияют на развитие государства. Гугуца Вардания, Абхазское телевидение.